Операция по освобождению верхней части Кудорского ущелья успешно завершилась 12 августа 2008 года. Несколькими днями ранее, 7 августа, президент Абхазии Сергей Багапш собирает военный совет в Сухуми и утверждает окончательный план освобождения ущелья. Согласно плану, в случае, если Грузия начнет боевые действия в Южной Осетии, абхазская сторона планировала ввести свои войсковые подразделения в верхнюю часть Кудорского ущелья. Это фактически было бы началом войны. На тот момент абхазская армия имела преимущество. Она обладала точными данными по противнику. А самое главное, было известно, как будет действовать грузинская сторона в случае начала военной операции. Специалисты военного дела в один голос утверждают, успех Кудорской операции был в ее тщательной подготовке. Главная задача операции – избежать людских потерь, и этого удалось достичь, отмечали участники круглого стола. В Генштаб как раз начались события, говорят, вот мы надеемся, что военные справитесь с задачей, потери не будут. Я их заверил, что потери не будут, потому что все нами было продумано. Мы военные, мы знали свою работу, и мы с этой работой справились. Но справились благодаря чему? Разработали наставления, руководство, боевые уставы. В соответствии с этими наставлениями, руководствами, уставом проводили мобилизационные тренировки, командно-штабные тренировки, учения, как на направлении восточном, где Владимир Иванович Анова руководил, так и на Кадорском направлении, особенно с горно-стрелковым батальоном. Самое главное, получали, благодаря нашей связи, своевременную информацию, проводили ложную операцию, когда направили на автомобилях с радиостанциями колонну автомобилей, имитировали разговор, что идет целая колонна. Все послевоенное время правительство Грузии не оставляло надежд вернуть территорию Абхазии и Южной Осетии. Именно такой попыткой стало вероломное нападение на Южную Осетию в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. К этому времени к Кудорскому ущелью Абхазии был подтянут значительный воинский контингент Грузии. Сомнений не оставалось, что при удачном исходе операции по захвату Южной Осетии Грузия планировала напасть и на Абхазию. Именно в этих условиях Генеральный штаб Абхазии принимает решение о начале операции по освобождению верхней части Кудорского ущелья. Подразделения вооруженных сил Абхазии перешли в наступление в 6 часов утра 12 августа. До этого в течение 2 дней абхазские военно-воздушные силы и артиллерия наносили ракетно-бомбовые удары по военным объектам в верхней части Кудорского ущелья. Тем временем в приграничных с Грузией районах Абхазии было введено военное положение на 10 дней. В наступлении участвовали подразделения регулярных войск и резервисты вооруженных сил. Большую роль во время операции сыграла разведгруппа, которая все послевоенное время следила за ситуацией в Кудорском ущелье и была практически полностью осведомлена о передвижениях войск противника. Все основные горные тропы и перевалы были взяты под наш контроль. Выстроена система наблюдения. Отряд специального назначения на тот момент мог выделять до 5-7 разведорганов. Ну, чтобы было понятно, для обеспечения безопасности ведения войсковой разведки этого в принципе было достаточно. Также шло формирование радиотехнической разведки. Со всех сторон мы искали сканирующие устройства, своими силами оборудовали посты радиоперехватов, обучали, не имея никакого образования в этом направлении, обучали персонал своих офицеров, прапорщиков, сверхсрочников, быть оператором, принимать, искать сначала и принимать радиочастоты противника. К 2003 и 2004 году вся Грузия уже нами прослушивалась. Начиная от портов, сколько кораблей зашло, сколько вышло, и кончая Министерством обороны. Этот огромный объем информации анализировался в аналитическом отделе управления и готовили соответствующие документы. Уже к 9 часам утра 12 августа штурмовая авиация Абхазии нанесла удар по укрепленному пункту в районе Ажара в верхней части Кудорского ущелья. И буквально через несколько часов абхазские вооруженные силы разбили группировку сил Грузии в опорном пункте Ажара и взяли вражеские подразделения в кольцо. Нами было поднято наши резервные бригады и полк. Полк здесь, как генерал Зайцев сказал, значит, он действовал по верхней зоне,
Кварчала – это направление Кадора, где, значит, она выполнила свою задачу. Две бригады, значит, это 1-я и 2-я мотострелковые бригады, они были ближе к границе, значит, подведены, ждали команду. Наша спецгруппа, значит, и танковый батальон вместе в то время, значит, в Очимчирах дислоцировался ТЦ, отряд специального назначения. Выбили грузинские войска из сел Хурча и Махури. Ставилось, конечно, разные задачи по обстановке, вплоть до того, что, значит, выйти, значит, создать сводную, значит, мощную команду до батальона и вывести, значит, перекрыть трассу Зугдиты-Хоби, это район Хашури. Что нами было сделано, но, однако, значит, мы не перешли границу, потому что не было уже необходимости. События августа месяца 2008 года имели историческое и геополитическое значение, так как в их результате 26 августа Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.